В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. И еще 44 новых случаев коронавируса в Якутии. Лаборатории сделали более 2500 тестов за сутки. Смог от лесных пожаров окутает ряд районов Якутии, где обстановка наиболее напряженная. 2, 3, а то и 4 часа в очереди. Жители Мирного жалуются на работу почтового отделения. Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу. В регионе за сутки выявлено 44 новых случая, из них 35 в столице региона. Также новые случаи COVID-19 выявлены в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Верхоянском, Тампонском, Устьянском и Хангаласском районах. Все заболевшие госпитализированы, их контактные лица установлены и изолированы. Как сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации, за сутки лаборатории Якутии сделали свыше 2500 тестов на коронавирус. Задымление из-за лесных пожаров ожидается в ряде районов Якутии. В более чем 20 населенных пунктах на территории Верхоянского, Тампонского, Среднеколымского, Абыйского, Татинского и Момского районов осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный с усилением до 5-10 метров в секунду. По данным МЧС России, по региону за сутки площадь пожаров уменьшилась на 1264 гектаров. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов, где зарегистрировано 55 очагов. Отмечается, что все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Между тем, жителей села Сватай от огня отделяет всего 700 метров. Сейчас все силы переброшены на место усиления пожара с западной стороны. Местные жители проложили минполосы, а ночью от огня обороняли кладбище. Огнеборцам пришлось прорубить лес вокруг объекта. Для защиты дизельной станции местные жители установили 2 мотопомпы с рукавами. В тушении пожара задействованы более 100 человек. За сутки из строя вышли 3 мотопомпы. Местные жители остро нуждаются в ранцах для тушения лесных пожаров, мотопомпах и пожарных рукавах. Следует отметить, что население села Сватай чуть больше 400 человек. Из них большинство – женщины и дети. 9 случаев падения детей из окон зарегистрировано в Якутии с начала года. Еще 3 утонули в местных водоемах. Главная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых. Сотрудники ГИМС и МЧС бьют тревогу. Марина Крутихина ознакомилась со статистикой. Ленские подростки сидят у края девятиэтажки, а взрослые достают смартфоны, снимают видео. Классическая ситуация для 21 века. К счастью, обошлось без трагедии. Так бывает не всегда. С начала года в республике дети падали с высоты 9 раз. Все получили травмы различной степени тяжести. 1 ребенок погиб по вине родителей и законных представителей. 7 травмированы. Скажите, как вы контролируете вашего ребенка в ваше отсутствие дома? Ну, во-первых, они сами уже... Есть и взрослые за ними, которые присматривают, старший ребенок, то надо за ними как бы смотреть. Ну, а так периодически, если необходимость там есть такая, что нельзя оставить ребенка, мы ее с собой берем. Ребенок у меня дома с нянькой. Я вот на работе сижу спокойно. Например, я сама беспрерывно позвоню на видеозвонка, что я постоянно контролирую своего ребенка, что он делает, с чем он занимается. Но так поступают не все. Без внимания взрослых, без их контроля дети гибнут. Они попадают под колеса машин, падают с высоты, тонут. В прошлом году в реке Лена утонуло 6 детей. В июле этого года 3. Одна из последних трагедий произошла в Мирнинском районе. Там дети купались на несанкционированном пляже. Сотрудники полиции, проезжавшие мимо, извлекли ребенка из воды. Однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Ситуация как под копирку. Ушли без сопровождения взрослых на речку, не справились с течением, не смогли выбраться на берег. С начала лета сотрудники ГИМС, административной комиссии и ПДН выходят в рейды, раздают памятки и следят, чтобы на воде не было несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Такие родители могут лишиться приличной суммы из семейного бюджета – до 5000 рублей. Мы на берегу реки Лена выявили, группу подростков несовершеннолетних 13, 14, 15 лет, которые
без неорганизованных, без взрослых, без представителей законных и родителей, так, купались на реке Лена. Они были доставлены, соответственно, законодательство, значит, в полицию, приглашены тут же срочно родители, в отношении их были составлены административные материалы. Родителям важно помнить, даже если ваш ребенок – эталон ответственности и осторожности, все равно почаще напоминайте ему об основах безопасного поведения летом. Как показывает опыт врачей-травматологов и педиатров, даже взрослые не всегда знают, как вести себя в экстренной ситуации, а дети тем более. Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Жители алмазной столицы жалуются на работу почтового отделения. По их словам, чтобы воспользоваться услугами, приходится отстоять длинную очередь. Ждать приходится 2, 3, а бывает и 4 часа. В ситуации разбиралась Мария Урцева. Со стороны может показаться, что пенсионер Степан Колмаков наслаждается свежим воздухом или принимает солнечные ванны, сидя на лавочке. Но мужчина вовсе не отдыхает. Он ждет, когда подойдет его очередь в почтовое отделение. Каждый день такая картина. Абсолютно. Тут даже в непогоду здесь люди находятся. Ветер, дождь. Вот. Ну, здесь находятся. И там у них работает всего 2 оператора. Если такая ситуация сложилась, то, ну, видимо, надо было предусмотреть операторов там побольше. Очередь в центральное почтовое отделение тянется от крыльца на несколько метров. Из-за опасности заражения коронавирусом внутрь отделения запускают по одному клиенту. Места на 2 скамейках хватает не всем. Кто успел занять, может считать себя счастливчиком. Не придется долго стоять на ногах. Другие вынуждены ожидать на крыльце и в тамбуре при входе. Не так давно Почта России презентовала услугу онлайн-запись, но по словам ожидающих, а это по большей части пенсионеры, не все так просто. Часто пожилые люди не могут самостоятельно записаться через сайт или мобильное приложение. А те, кто разбирается в технических новинках, говорят, что не всегда это удается. Запись онлайн бывает заполнена на много дней вперед. Осложнила ситуацию и закрытие одного из 3 почтовых отделений Мирного. В этом здании много лет располагалось отделение почтовой связи ГОС-1. Теперь о нем напоминает разве что почтовый ящик да табличка. Само отделение с 1 июня закрыто. И несколько тысяч человек теперь прикреплены к центральному отделению почтовой связи. Прокомментировать ситуацию руководство Мирнинского почтамта отказалось, поэтому за ответами обратились в региональную пресс-службу Почты России. В случае необходимости Почта России рассмотрит вопрос об изменении формата обслуживания. Неизменными остаются графики выплат пенсий и социальных пособий, периодичность доставки почтовых отправлений, перечень, объем и стоимость оказываемых услуг. На вопрос про очереди пояснили, что причина – нехватка персонала в отделении. Пока не решен вопрос с кадрами, мирнинцам предлагают устанавливать мобильное приложение «Почта России». Сегодня в приложении можно оплатить отправку посылки и подойти без очереди для ее отправки. Чтобы быстро получать письма и газеты, можно оформить абонентский ящик в том же приложении. А если какая-то из услуг не работает, обращаться на номер горячей линии 8 800 100 400. Также пресс-служба советует, если на почте очередь более 5 человек, позвонить по телефону 8 800 2005 38. Звонок бесплатный и сообщить индекс. Редакция «Алмазного края» будет следить за ситуацией на почте и дальше. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Другим темам о необходимости строительства Ленского моста говорили в Москве на первом заседании обновленного общественного совета при Минвостокразвития. Новоизбранный председатель Александр Точенов отметил, что республика получит новый мощный импульс развития с завершением строительства Ленского моста. Он также добавил, что Якутия проводит огромную работу по подготовке кадров и созданию условий для молодых специалистов. От Общественной палаты республики в Совет вошла якутянка Татьяна Асаева. Отмечу, что Совет является совещательно-консультативным органом. Его действующий состав был сформирован Общественной палатой России в марте этого года. Полномочия членов, всего их 35 человек, будут действовать 3 года. Несмотря на то, что учились и за рубежом, и учились за пределами республики, на данный момент все возвращаются в республику, потому что регион стал привлекательным, значит, есть перспективы развития для молодых людей. И это говорит о том, что республика движется в правильном направлении. В Совет попасть мог любой гражданин Российской Федерации.
Весной проводился конкурс. Вот, было очень насыщенно. От республики было 4 человека. Вот, и прошли 2 человека, в том числе и я. Более 2 триллионов рублей до 2024 года поступят в регионы в рамках национальной программы развития Дальнего Востока. На эти средства будет построено или отремонтировано около 3000 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. И первостепенная задача общественного совета – вести контроль за реализацией этой нацпрограммы. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят ипотерапию в Якутске. Это стало возможным благодаря гранту президента России. Сколько детей прошли курсы и видят ли результат родители, узнаем у моей коллеги Юлии Великодной. Она на прямой связи со студией. Юля, привет! Ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Действительно, проект «Открытые сердца» выиграл грант президента Российской Федерации в прошлом году на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. И вот в этом году с 1 июня начались занятия. 35 детей уже прошли курс. Занятия продлятся до конца октября и будет охвачено 100 детей. Те, кто проходит ипотерапию, это воспитанники коррекционной школы-интерната. Как правило, эти дети плохо видят и слышат, и, соответственно, из-за этого у них нарушается координация. Занятия с лошадьми направлены именно на это, на опорно-двигательный аппарат и координацию. Родители видят результаты уже после первого занятия. Например, мама Данила Кондратьева рассказала нам, что сначала ребенок испугался, а теперь он ждет с нетерпением следующего занятия. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Вообще, после занятий он даже стал ровнее сидеть, несмотря на то, что у него достаточно сложные аномалии развития позвоночника. Это прям хорошо влияет на него. Не только физиологически на него, но и психологически очень благотворно влияет. Потому что ни для кого не секрет, что дети с инвалидностью, у них и все равно есть неврологические нарушения, да? И занятия именно животными, с лошадьми очень хорошо на них влияет. Терапия проходит 3-4 раза в день. Это разные дети. Вот сейчас за моей спиной продолжается занятие. Вообще показана ипотерапия детям от 7 до 14 лет. И, как правило, сначала им бывает страшно, а потом они привыкают. Анастасия, такая информация. Юлия, спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.